Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. На мінулым тыдні дэлегацыя Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва наведала ЗША, дзе паўдзельнічала ў рабоце форуму па біятэхналогіях, медыцыне, IT і іншае. Пра тое, што для прадпрымальнікаў азначаюць замежныя рынкі, ці чакаюць нас там, і ввогуле пра стан беларускага прадпрымальніцтва мы сёння гаворым з нашым госцем у студыі, а гэта старшыня вышэйшай каардынацыйнай рады Владимир Карагин, Республиканской конфедерации прадпрымальніцтва, выбачаюся. Добрый день, господар Владимир. Так усё у нас вельмі хутка, и вы спяшаетеся, и мы зараз таму спяшаемся. Господар Владимир, давайте я вот почну, может быть, с нечаканного такого поворота. Вот вы только что прилетели з США, з гэтага форуму. Сёння адразу фактычна пасля нашага эфіра вы з'язджаеце ў Маскву, пастаянна ў дарозе. Але ўсё ж такі, вот для беларускіх прадпрымальнікаў, асабліва калі казаць пра вот гэтыя там удзелы ў форумах у Еўропе, у ЗША, недзе там вот Саудаўскай Аравіі ці яшчэ дзе-нибудь, гэта ўсё ж такі больш такі, ну скажем, бізнес-турызм, ці ўсё ж такі ёсць сапраўды карысць ад гэтых усіх поездок? Нет, уже о бизнес-туризме мы не говорим. Конечно, это часть делового знакомства с тем или иным регионом. Мы тщательно готовимся. Перед каждой нашей поездкой мы широко объявляем Белоруссии тематику нашей поездки, тщательно прорабатываем программу. В каждой стране у нас есть, как правило, представители. Ну вот в США, к примеру, у нас есть и в Нью-Йорке, и в Филадельфии, и в Бостоне, и в Чикаго наши члены. То есть это ребята, которые приехали в Америку, создали компании, и сегодня они входят некоторые в наш каталог. И, конечно, мы обязательно связываемся с нашим посольством Беларуси, потому что они тоже очень много могут подсказывать. К ним обращаются часто. Но есть и американская, вот первая белорусско-американская ассоциация уже 7 лет существует в Нью-Йорке, на Уолл-стрит, там ее офис. Естественно, мы едем, во-первых, прочувствовать рыночную ситуацию в том или ином регионе. Во-вторых, посетить какое-либо значимое мероприятие, либо форум. В-третьих, заявить о себе, сделать свою презентацию, которую мы делаем и на английском языке, и на русском, и на языках некоторых стран. А в-четвертых, провести переговоры уже с конкретными партнерами по конкретным проектам. Ну, вот, к примеру, в составе делегации сейчас и в Нью-Йорке, и в Филадельфии, городах, где мы работали, нашей делегации, вот есть у нас компании, где уже работают американцы. Они работают не свежими специалистами по сельскому хозяйству. Представьте себе, на ферме работают американские специалисты. Мы внедряем современнейшие американские технологии в области различных там биовопросов. Так? Конечно, то есть уже сегодня мы нанимаем на работу иностранцев в ряд наших компаний, потому что они являются носителями опыта, образования и, возможно, и сертификации продукции, если мы выходим на какие-то рынки. Мы начинаем экспортировать нашу продукцию, нам есть что предложить. То есть это уже не тот бизнес, там, купи-продай, мелкие ИПшники, торговцы. Насытили рынок. Гипермаркет уже сегодня на втором плане. Сегодня идет электронная торговля, сегодня идет доставка уже к дому того или иного товара. Я сегодня могу заказать, и моему другу там в Нигерии, в Лагосе принесут букет цветов. Моей коллеге, ректору университета. Через 10 минут это будет. Я совершу платеж. То есть мир глобален. Мы стараемся вписаться в этот глобальный мир. Да, эпоха Ждановичаў адыходзіць. Безусловно. Тым не менш, вот калі браць гэтую конкретную поездку, напярэдадні гэтай поездки я у вас на сторонце у Фейсбуку читал такую обвестку. У нас тут вызвалілася месца, хто тут коллеги, бизнесмены, промышленники хоча поехать у США. Все ж таки, чаму вот так вот здараецца, што вызваляецца месца у чалавека, ну я не ведаю, там грошай на поездку няма чаго привезти туда и представить на форуме сурьезном. Вот як, ну, часто так бывает? Бывают разные обстоятельства. У нас, к примеру, 3 человека не получили визы.
это айтишники. Мы столкнулись с тем, что требование американское предъявить все портфолио, и только 3 месяца это изучается. Мы оказались к этому не готовыми. У нас оказалось несколько вакантных мест, которые мы заполнили частью нашими американскими членами, и взяли директора Института Академии наук как раз по вопросам биотехнологии, который выступил на форуме с блестящим докладом о ситуации вот, по биотехнологиям в Беларуси. Поэтому, да, возникают всегда. Ну, может человек заболеет, что-то, еще что-то может случиться. Вот. Но, как правило, мы набираем, стараемся, чтобы делегация была 10-15 человек. Мы заранее заказываем задолго билеты. Ясно, что билет за полгода будет стоить там $700, а за 3 месяца может 3000 стоить. Гостиница тоже заранее заказанная, группа будет стоить дешевле. Вот туристические компании предлагают тот маршрут в Америку за 6-7 тысяч долларов, а у нас она стоила нашим ребятам по 3000. До речі, ось цікавий момент. Ви сказали, взяли з собою директора інституту. Падчас падрыхтоўкі да эфіра мы з вами говорили про тое, што усе гэтыя паездкі, ну, прынамсі для вас, вы ўсе аплачваеце з уласнай кішэні. Безусловно. І да. узялі дырэктара інстытута. Я не думаю, што дырэктар інстытута змог бы са сваёй кішэні ўзяць і заплаціць за ўсё это. То есть вы яму і аплацілі гэта. І вот ўсё са сваёй кішэні. Вы, ты, іншыя там прадпрымальнікі. И Академия наук сама заплатила. Потому что я обратился к президенту Академии, председателю Национальной Академии наук, вице, и они выделили вот как раз человека, оплатили ему командировку. Ну, добра, гэтаму человеку оплатили командировку, но вы, іншыя там ваши коллеги прамысловікі, там бізнесмены за свае грошы. И причем вот немалыя грошы, калі казаць про США, яно таго варта? Да, конечно. Конечно. Ну, вот такая корысть от вот этого, все ж таки от этого форума. Это получение больших конкурентных преимуществ, знанием самых современных тенденций, не только то, что происходит сейчас, а что будет происходить завтра, как работают конкуренты. Вот сегодня на рынок биотехнологий, нано-биотехнологий вкладываются уже сотни миллиардов долларов, но уже через год-два будут вкладываться триллионы долларов. И мы видели сотни инвесторов, которые тщательно ловили каждое слово разработчиков различных новых продуктов. Ведь сегодня мальчик, родившийся в Германии, планирует семья, что он будет жить 93 года, а девочка 97 лет. Американцы планируют, и под это заточена экономическая программа, жилья, накоплений, всех страховых вопросов работает в социальной рыночной экономике. Поэтому мы видим, что очень много тенденций. Вот если институт Бакерия, русский, частный, дочка Бакерии, показывала ее частный институт, где внедряется в сердце миллиметровый, менее чем миллиметра имплантант, и без операции на сердце идет восстановление сердечной деятельности. То это несколько, или по онкологии, к примеру, новейшие разработки. Значит, структура это, кстати, будет в Беларуси и с нашей помощью продвигать свои разработки. Раннее распознавание онкологических заболеваний, следовательно, продление человеческой жизни, возможность работы, не потери ценных специалистов, которые работают. Это очень все тесно связано. Я згодны, і те ж саме вот нанотэхналогіі, там біотэхналогіі, асабліва ў медыцыне, яны усе і нам спатрэбяцца, і нам патрэбны. А вот калі казаць, вот вы рассказывали про американцев, якія працуюць на фермах. Да. Вот, скажем, новые технологии у сельской гаспадарцы. Вот кто их будет ажыццяўляць? Колгасы так званые, ну, ранее назывались колгасы, а зараз там, ну, все одно это и державные... У вас очень уже устаревшее понятие. Вот у меня 13-го я приглашаю вас на заседание комитета по агробизнесу в нашей конфедерации. Возглавляет его человек, который приобрел 10 тысяч гектар в Осиповическом районе, а до этого у него прекрасный опыт работы в аграрном секторе в России. То есть, можно сказать, он крупный землевладелец и аграрий. Так вот, его землю наблюдает со спутника американского по разработанной белорусской программе. Он каждый день с планшета видит, сколько влаги на его полях, как идет вегетация растений. Вот, и он подсоединился, вот как мы к сотовой связи по телефону, к этой программе. Но мы думаем уже о своем собственном спутнике, чтобы накрыть всю Беларусь. Потому что белорусский спутник, который запущен и летает сейчас,
у него нет того сканера, того оборудования, чтобы создать услуги вот в этой зоне действия. Пока приходится использовать американским спутником. Беспилотники наблюдают за полями. В будущем это сельхозтехника без трактористов. Это оцифровываются поля. Они уже сегодня оцифровываются в Беларуси, в Азербайджане, в России. Потому что через систему GPS эти же трактора будут стоить в 3 раза дешевле. В 3 раза будут стоить дешевле, чем нынешние, где есть кабины для человека, то есть приспособленные под управление человеком. А рабочее место тракториста за пультом компьютера. Он будет управлять 30-40 тракторами на полях. Вот идет в эту сторону идут изменения в мире. И целая технологическая цепочка изменений. Вот что такое современный бизнес. Сюда идут и деньги, потому что они будут окупаться вот, высокой производительностью сельхозтруда. Но мы-то сегодня мечтаем о другом. Мы видим, как загажен рынок сельхозпроизводителей Китая, как генетическая модификация продуктов в Америке. Нам не подходят эти продукты. Там, вот десяток яиц стоит $9, так называемый био. Мы все потребляем био яйца. Так, вы прямо в магазине, чтобы вы знали, это $9 в Америке стоит. Это обычная белорусская продукция, к примеру. Вот. И у нас в Беларуси есть шанс выдать миру большой объем экологически чистой сельхозпродукции. Ну вот про тое, што яго месца сапраўды не ў кабіне трактара, а за камп'ютарам. Я вот як поеду на дачу, раскажу з суседняй вёсцы трактарысту Колі, які там перыядычна нам дапамагае агароды ўскапаць. Тым не менш, вот вы расказалі гэту гісторыю, 10 тысяч выкупіў зямлі. Взял в аренду долгосрочно. Взял в аренду. Да. Но это ж адзінкавы выпадак. А ўсе астатнія, вот я еду, погляжу, у нас тут звычайныя наши СПК. Да, большинство пока так, но это быстро изменится. Быстро изменится. Как только прекратят искусственное финансирование или прекратит действие тот самый указ, против которого мы боремся, по которому вот этот сельхозпроизводитель может не платить долги тому же промышленному предприятию, либо там фермеру за поставленную продукцию там, или средства химической защиты растений, это несправедливо с точки зрения вот уже бизнеса. Сразу поиск будет направлен на более эффективные формы хозяйствования. А стране необходим продукт. Вот смотрите, мы увеличили в 10 раз продажу продуктов питания в Китай вот, за последние 2 года. Мы увеличили товарооборот с Грузией по продуктам питания в 4 раза за последние 3 года. Почему это возникло? Вначале мы проведем маркетинговые исследования. Кстати, тоже агентство «Бизнес-новость» проводило по Грузии. Мы точно знали, это не видно глазами простому трактористу Васе. Это не видно. На это должны работать специалисты. Мы выявляем те экономические потребности, которые обычный человек, он их не видит. Для этого надо исследовать, изучить рынок. Есть очень много методов сегодня исследования рынка, исследования потребностей. Дарэчы, вось вы сказали про даследаванне рынка с одного боку, с другого боку вот цікавы факт про кошт яек звычайных курыных, а не зробленых там где-то у Китае на американском рынку, $9 за упаковку. И вот мне цікава, нам любяць улады казаць про тое, что хто нас там з нашими продукциями, нашими продуктами, з нашими тракторами ці яшчэ з чым чакае на заходніх рынках. Вот, маўляў, нема нам куды падзецца толькі Россия и ўсё. Але вот вы ўсё ж таки проводите даследования, чакаюць, вот пустят нас туды? Нет, не ожидают нигде. Более того, как только наша продукция поступит на какой-нибудь рынок, к примеру, американский, но надо пройти этапы сертификации, показать, что этот продукт производили люди с определенным образованием, системой безопасности, гарантий. Вот почему у нас американцы работают. Мы планируем подставлять продукцию на американский рынок. Это молочную продукцию, связанную с молоком. Для этого работают специалисты под ту технологию того рынка. Но, с другой стороны, тот человек, который на этом рынке работает, сразу подаст в суд на фирму. То есть он объявит о том, что мы нарушаем какие-нибудь принципы. Это потом будет суд разбираться 2-3 года. Но это заставит вашу компанию положить 3 миллиона на резервный фонд, нанять американского адвоката, приехать в Америку и судиться тем судом, доказывая, что у вас нет антидемпинга или демпинга, вот в случае объявления антидемпингового расследования. Так у нас произошло с мотоциклами белорусскими 20 лет назад. Одну партию отправили, тут же жалоба, суд. Ребята,
директор мотовозавода, заплати 3 миллиона в суд, возьми американского адвоката. Все, поплыли. Больше нет. Не продаются мотоциклы белорусские на американском рынке. В черном списке. Все, уже нет. Поэтому, конечно, к любому рынку, работе на любом рынке, надо знать условия той страны, там европейская сертификация и так далее, и готовиться к этому. Понимать, что будет много рисков, будет сопротивление, будет жесткая конкуренция, в том числе и подлыми методами. Поэтому надо входить в местную ассоциацию предпринимателей. Мы сотрудничаем с Американской торгово-промышленной палатой, мы сотрудничаем с САИП. В Американской палате 3 миллиона членов и 130 тысяч ассоциаций. И прежде чем лезть туда, мы вначале с ними проводим переговоры, кто главный игрок, каковы условия, как мы можем им соответствовать, как нам приготовиться вести диалог о работе на вашем рынке. Але да ўсяго вот гэта гатовыя рызыкнуць, я разумею, вот людзі бізнеса, людзі, якія прывыклі, ну і умеюць рызыкаваць. Цивилизованные люди бизнеса. Ибо сегодня в бизнесе белорусы 95% это не цивилизованные, 80% никаких перспектив в будущем через 5 лет иметь не будут. Они не читают книг, не ездят на семинары, не участвуют в ассоциациях, не выезжают в таких деловых миссиях. Але тым не менш, я да другого, вот кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, они наўрад ці будуць вот так вот рызыкаваць, спрабуючы выйсці на такі вот рызыкоўны, скажем, американский рынок. Ну, что вы думаете, что президент Трамп будет закупать белорусскую технику или вести переговоры с нашим президентом? Вот такие душевные беседы, как мы видим на телеэкранах. Александр Григорьевич говорит вот очередному президенту: ну, смотри, у нас 200 миллионов товарооборот, вроде неплохо, но давай мы сделаем миллиард. Но вот тут берутся за животы, смеются, как наши предприниматели, так и предприниматели той страны. Но это бизнеса вопрос. Президенты создают условия, законодательную базу, гарантии. Вот за американского предпринимателя будет воевать 6-й американский флот, американская армия, не дай бог, тронут собственность американского предпринимателя в Африке, в Азии или где-либо. Это будет жестоко. Ответ. Мы перерываемся на невеличкую паузу. Владимир Карагин у нас в гостях. Мы вернемся с коротким еще выходом праз хвилину. Як ветер листья шугане по скверу, ты засумуешь без мяне. Я веру. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Роман Устінаў. Каротка пра асноўныя падзеі. Нязменны лідар ляпіса Трубецкога Руслан Уладыка знаходзіцца ў коме. Ён трапіў у рэанімацыю вечары 6 чэрвеня. Па словах прадзюсара ляпіса Евгена Калмыкова, у гэты вечар Руслан зайшоў у бар на вуліцы Солтыса літаральна на 2 хвіліны. Праз гадзіну яго знайшлі без прытомнасці. Са словаў сястры Уладыкі, пры сабе Руслан меў бранзалетку, у якой былі грошы, банкаўскія карткі, а таксама мабільны тэлефон. У рэанімацыю музыку даставілі без рэчаў. У следчым камітэце Еўрарадыё паведамілі, што па гэтым факце заведзеная крымінальная справа. Праціўнікі акумулятарнага завода пад Брэстам 3 гадзіны размаўлялі з кіраўніком вобласці Анатоліем Лісам. Па іх словах, старшыня брэсцкага аблвыканкама абяцаў ужо на гэтым тыдні праверыць інфармацыю пра шкодныя выкіды з завода і прыняць рашэнне аб яго будучыні. Па словах удзельніка сустрэчы блогера Сергея Пятрухіна, склалася ўражанне, што ўлады самі шукаюць афіцыйную нагоду зачыніць шкоднае прадпрыемства. Зараз на акумулятарным заводзе ідуць пусканаладачныя работы. Працу камісіі па прыёмцы прадпрыемства працягнулі да 21 чэрвеня. У Москве адбылося масавае затрыманне ўдзельнікаў акцыі ў падтрымку Івана Галунова, піша «Новая газета». Шэсце пачалося 12 гадзіне дням ад Чыстапруднага бульвара. Паліцыя перакрыла вуліцы, якія перасекаюць бульвары. Таму ўдзельнікі акцыі перайшлі па бульвару у бок Трубнай вуліцы. МУЗ паведаміла пра 200 затрыманых пры 1200 удзельніках акцыі. Праваабаронцы лічаць, што удзельнікаў было значна больш. Сярод затрыманых журналісты «Медузы», «Ройтерс», «Камерсанта», таксама
тэлеканала «Дождь». Таксама затрыманы апозіцыйны палітык Алексей Навальны. Роман Устинов, служба информации Еврорадио. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. У нас у гасцях старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Владимир Карагин. Спадар Владимир, вот в первой части нашей программы вы сказали такую вот фразу, что 80%, коли не более, нават тых прадпрымальнікаў ці бізнесменаў, ці тых людзей, якія лічаць сябе прадпрымальнікамі, бізнесменамі ў Беларусі, яны не маюць будучага ў нашай краіне. Что их чакае? Трансформация, обучение, переделка. Конечно, бизнес трансформируется. В первую очередь, сегодня это затрагивает активно. Как и в Польше, когда-то 2 миллиона предпринимателей, работавших на рынках, с приходом гипермаркетов лишилось своих рабочих мест. Появилось 4000 гипермаркетов. Сейчас они закрываются, потому что идет электронная торговля. Уже 30% торговли идет по заказам с доставкой товаров на дом. Вот эта динамика идет. Конечно, очень много, почти 2500 новых специальностей возникает в связи с цифровой трансформацией бизнеса и экономики. Очень много на стыках там, новых знаний, новых наук, новых навыков и потребностей. Ведь раньше у нас, вряд ли наш потребитель сидел бы там и через iPhone себе заказал там какой-то там товар там, или прочее. Все предпочитали потрогать руками, потому что было недоверие к рынку, недоверие к производителю. А когда сегодня мы электронная прослеживаемость товаров, мы четко знаем, кто произвел, кто доставил, какие компоненты в том или ином товаре. У нас это сейчас обязательно тоже вводится, электронная прослеживаемость товаров. В ЕАЭС и в мире в целом. Все меньше остается ниш для серого рынка, для неизвестного производителя. Вот почему сейчас терпят многие китайские там, мелкие компании, вынуждены объединяться в пулы. Поэтому рынок гармонизирует это пространство, но все от потребителя. Спадар Владимир, на жаль, мало у нас у вас, скажем так, часу. Я обещаю еще приехать. Да, тому мне просто вельмі цікаво, я хочу скористаться этим моментом, такая ситуация. 33 годы своей деятельности вы потратили не только на уласный бизнес, развитие уласного бизнеса, а на то, как бизнес, прадпрымальніцтва, бизнес-супольнасць стварылася ў Беларусі. Таму і канфедэрацыя прадпрымальнікаў і іншыя там шэраг структур пералічваць не буду. То есть паклалі шмат грошай, сіл і ўсё на развіццё менавіта прадпрымальніцтва ў Беларусі, каб, дзякуючы гэтаму, Беларусь была незалежнай, суверэннай і прыбытковай краінай. А зараз шмат кажуць пра паглыбленне інтэграцыі з Расіяй. І некаторыя людзі кажуць, эксперты, што гэта паглыбленне інтэграцыі можа прывесці да страты суверэнітэту нашай краіны. Як вы, як бізнесмен, прадпрымальнік, ставіцеся да гэтых працэсаў? Я сторонник интеграционных процессов, но не однобокой, не только с Россией. Глубокая интеграция с Европой, глубокая интеграция в мире, международное разделение труда. Есть 220 стран мира. Я сейчас устанавливаю отношения как лидер организации с бизнесом 220 стран мира. В каждой будет наш представитель. Мы исследуем. Везде есть банки, везде есть Министерство экономики, везде есть такие же союзы, ассоциации. Мы должны видеть, кто там играет. Мы должны изучить, какие потребности в той или иной стране. В одной стране нет воды, а в другой избыток зерна. К примеру, или энергоресурсов, там нефти, газа для переработки, но нет технологий, как ее переработать. Мы изучаем наши возможности и потребности нашего партнера. Поэтому не обязательно захватывать какую-то страну, чтобы глубоко интегрироваться на уровне субъектов хозяйствования. Но, конечно, независимость страны – это в первую очередь ее экономический суверенитет. Это независимость его бюджета, правовой системы, демократических процедур, чтобы никто не мог вмешаться, подсказать, кого где назначить, что где кому покупать или продавать и так далее. Чем более мы состоятельны, нам надо сформировать устойчивый, креативный, средний слой общества страны. Это должно быть 60-70% населения. Это люди с образованием, с профессией, с жильем, с несколькими источниками доходов,
несколькими обязательно, с социальной страховкой. Вот эти люди легко адаптируются, вот они и есть основа страны. И поэтому средняя заработная плата, если в стране будет по-прежнему 500-600 долларов, то молодежь покинет страну туда, где есть 1400-1500. Допустим, в Германии это 3000, там 3300. Очень легко. Ребята сегодня почти все знают языки. Вот я являюсь председателем ГЭКа в нескольких высших учебных заведениях государственных. Меня радует наша молодежь. Ребята, знающие уже языки иностранные. Многие уже создали компании, поработали и так далее. Да им ничего не стоит купить билет и уехать в любую страну. Да и вузы открыты вот во всех соседних странах бесплатно для белорусов. Мы говорим чиновнику, давайте все работать так, раскрепостим наши предприятия, чтобы наша производительность генерировала прибыль предприятий, с нее мы заплатим зарплату молодому толковому человеку 1500-2000 тысячи долларов, он себя здесь должен чувствовать. Вот на примере IT мы же это сделали. Не надо айтишнику уезжать, но он же и богатый потребитель, он стоит, квартиру покупает, он медицински обслуживается, товары покупает в магазинах. 90%, что он здесь заработал, выпадет через бюджет, через экономику страны. Поэтому мы вот за эту гармонизацию. Нет уже сейчас чужих, не чужих, мы живем в общей стране, это наш дом, наша родина. И Беларусь, ведь нам Богом дано создать независимую страну. Из 5000 народов, языков, только 220 имеют свою государственность. Белорусам посчастливилась возможность в 1991 году сделать это. Так давайте это не упустим. Я вижу свою роль и миссию сделать это экономическим. Кто-то культурно. Наши рок-группы или наши спортсмены, наши культурные деятели должны этой политике таким образом показать модель нормальной демократии, социальных лифтов, избрания умных людей во главе страны. Вот тогда наша страна будет действительно уважаемой, и нам некого бояться. Но еще одно дело. Мы не супердержава. Мы должны еще понимать нашу роль в мире. Вот. Это философское представление, но оно важно. Мы не Америка, не Россия, не Китай. Мы не страны глобального, которым нужны глобальные интересы, имперские интересы. Нет, мы мирная Беларусь. Ни один белорус не служит ни в одной армии мира, даже в войсках миротворческих. Мы нигде не собираемся проливать кровь, но должны быть готовы, вот как Швейцария, Австрия, Швеция, Норвегия, защищать свою землю, в первую очередь экономически. Прыемна бачыць вот перад сабой чалавека, які гатовы ахвяраваць сваімі часам, сілам, грашыма сваімі для того, каб все рабіць для незалежнасці і захавання суверэнітэту краіны. І ў такім выпадку, вот як вы ставіцеся да перспектывы ўвядзення адзінай валюты з Расіяй? Возможно, это будет другая валюта, некая мультивалюта. Сегодня нужны мультивалюты, нужны. Из 5-6, возможно, это будет объединение какого-то дополнительного источника, значит, объединившись нескольких стран. Но надо ли это только думать в плоскости Беларуси и России? Не думаю. Что это время уже прошло. 20 лет назад об этом можно было говорить. Сегодня у нас интересы более глобальные, нам нужны мультивалюты для такого более равноправного, не привязки там к доллару только или к евро. Это тоже элемент нашей независимости. И очень хорошо продуманный, где будет эмиссионный центр. Но смотрите, мы в Минске строим, если вы обратили внимание, международный финансовый центр. Вы задумайтесь, почему туда вкладывается в этот проект «Минск-Мир» 4 миллиарда долларов. Вот строит компания Dana Holding международный финансовый центр. То есть мы рассчитываем, что в будущем часть международных финансовых расчетов будет идти через Беларусь. Поэтому потребуется, еще раз говорю, очень много новых инструментов финансового мира. На жаль, для нас, на жаль, спадару Владимиру тэрмінова трэба ехаць, яго яшчэ чакае перад адлётам у Москву казахская дэлегацыя, не будзем затрымліваць, але ён паабяцаў да нас яшчэ зайсці в эфір, таму праз пэўны час, спадзяюся, убачымся. Владимир Карагін, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Далучайцеся да канфедэрацыі, гэта адкрывае для прадпрымальнікаў, прамыславікоў, бізнесменаў шырокія перспектывы і магчымасці. Дзякуй вялікі, спадар Владимир. Дзякуй, Зміцер.